بسم الله الرحمن الرحيم. دروس اللغة العربية. Уроки арабского языка. Альхамдулиллах, мы проходим 9-й урок арабского языка. На этом уроке мы познакомимся с именем прилагателем, или его еще называют определение. В арабской грамматике часто встречается термин «ан-на'т» или же «ас-сифа», то есть это качество, которое описывает слово, стоящее перед ней. Определение в арабском языке обычно, как и в других языках мира, отвечает на вопрос «какой», «какие», «какая». Это второстепенная часть предложения. Также на этом видеоуроке мы затронем такой термин, как «исму маусуль», то есть имя относительное. Итак, перейдем к нашему 9-му уроку. Бисмиллах ва бихи наста'ин. Ад-дарсу таси'у. 9-й урок арабского языка, 1-й том. Ман хада ар-раджулу. Кто этот человек? Хуа Аббасун. Он Аббас. Аббас — собственное имя. Аббасун таджирун. Аббас — торговец, бизнесмен. Аббасун таджирун ганиюн. Аббас — богатый торговец. На 9-м уроке, прежде чем начать наш урок, давайте ознакомимся с правилами, с грамматикой данного урока. То есть на этом видеоуроке, как мы говорили, затронем такое понятие, как ан-на'ту, то есть определение, имя прилагательное. И есть еще такое понятие, как аль-ман'ут, то есть имя определяемое. Давайте рассмотрим подробно данный пример. Аль-арабияту лугатун джамилатун. Арабский язык – красивый язык. В данном случае джамилатун, слово джамилатун является именем прилагательным, то есть или же его называют определение. На арабском языке будет звучать как ан-на'ту. А слово лугатун является ман'ут, то есть имя определяемое. То есть мы говорили, что на'т прилагательное в арабском языке это такое слово, то есть такое качество, которое описывает слово, стоящее перед ней. Давайте рассмотрим второй пример. Допустим, аль-кубу — стакан, лиль мударрисиль джадиди. Стакан принадлежит новому преподавателю, новому учителю. В данном случае аль-джадид является именем прилагателем, то есть ан-на'ту, аль-мударрис является ман'ут, то есть имя определяемое. Ну, еще в грамматике арабского языка, в арабской грамматике тоже дают некоторые ученые как согласованное определение. То есть ан-на'ту, то есть имя прилагательное, ятба'уль ман'ут, следует за именем определяемым фит тазкир ва та'нис, в мужском роде, в женском роде, ва та'риф ва танкир, то есть определенность и неопределенность имени. То есть это может быть аль-ма'рифа, если имя стоит в определенном, значит оно является аль-ма'рифа, если имя стоит в неопределенном состоянии, то есть оно является накира. Валь-и'раб. И'раб — это есть синтаксис или же изменение окончания. Валь-ифрат, то есть множественное число или единственное число. Как мы говорили, то есть в 4 позициях. То есть род, определенность, неопределенность имени, и'раб, множественное число или же единственное число. Давайте рассмотрим данное предложение. Аль-арабияту лугатун джамилун. Это ошибочное утверждение, то есть слово лугатун является каким? Женским. Женского рода, имя женского рода. Соответственно, прилагательное должно быть тоже женского рода. Нельзя сказать лугатун джамилун. Нужно сказать лугатун джамилатун. Следующий пример. Лиман тилька ас-сайярату аль-джадидати. Кому принадлежит та новая машина?
То есть это тоже ошибочное утверждение. Обратите внимание на и'раб, на окончание слов. В данном случае ас-сайярату находится в состоянии дамма в конце. Дамма, значит аль-джадидату тоже должна быть в конце дамма, а не кесра. Вот это верное предложение, то есть аль-арабияту лугатун джамилятун. Арабский язык красивый язык. Слово лугатун заканчивается на танвин дамму, значит прилагательное тоже должно быть танвин даммы. Женского рода, значит здесь тоже женского рода. В неопределенном состоянии слово лугатун находится в неопределенном состоянии, то есть некира. Прилагательное, соответственно, тоже должно быть находиться в неопределенном состоянии. Единственное число, значит, имя прилагательное тоже должно находиться в единственном числе. Также на этом уроке мы затронем такую тему, как относительное имя. То есть исмун маусуль говорят. В арабской грамматике есть такой термин исмун маусуль. Исмун маусуль лиль муфрад аль мудаккар аль акиль ва гайр аль акиль. То есть относительное имя, вообще слово «аль-лади» переводится как «который», используется для единственного числа мужского рода, для разумных и неразумных существ. Давайте рассмотрим пример. «Аль-китабу лади» – книга, которая. Обратите внимание, слово «китаб» в арабском языке является мужским родом, поэтому имя относительное тоже будет мужского рода. Естественно, при переводе на русский язык здесь нужно учитывать, в каком роду находится данное слово. Книга, которая. Аль-китабу лади, книга, которая аль-мактаб, которая лежит на столе, лиль мударриси, принадлежит кому? Учителю. То есть слово аль-лази является относительным именем. То есть это исму маусуль. Маниль валаду сагиру лади хараджа. Кто этот маленький ребенок или мальчик, который вышел? Слово аль-лади здесь оно как бы связывает. То есть главное предложение с придаточным предложением. Так, перейдем теперь непосредственно к нашему 9-му уроку. В данном случае мударрис, джадид. Слово мударрис является ман'ут, да, то есть это имя определяемое, а джадид является прилагательным, то есть аннат. Ма хада, что это? Хада туфахун, это яблоко. Ат-туфаху яблоко факихатун лазизатун. Яблоко это вкусный фрукт. Обратите внимание, слово факихатун является каким именем? Мужского рода или же женского рода? Факихатун является женского рода, поэтому прилагательное тоже будет женского рода. Он находится в неопределенном состоянии, значит прилагательное тоже будет находиться в неопределенном состоянии. То есть мы говорили, то есть согласованное определение, да, то есть оно согласуется по 4 позициям. Первый – род, определенность, и араб, и множественное число. Ман залик, ма залика, что то, залика усфурун, то усфур как воробей. Аль-усфуру, воробей, таирун, сагирун, маленькая птица. Таир, птица, сагир, маленькая. Аль-арабияту, арабский язык, лугатун сахлятун, легкий язык, несложный. Аль-арабияту лугатун джамилятун. Лугатун является ман'ут, а джамилятун является аннат, то есть прилагательным. Или еще говорят ас-сифа, маусуф, сифа и маусуф. Аммарун талибун мучтахидун. Аммар является каким студентом? Мучтахидун, трудолюбивым. Мучтахидун является здесь прилагательным, то есть аннат, а талиб является ман'ут. Ва махмуд талиб каслян, а махмуд лентяй, ленивый студент. Ман анта, кто ты? Ана талиб. А анта талиб джадид, ты новый или студент? Нам, ана талиб джадид, да, я новый студент. В данном предложении талиб является ман'ут, то есть имя определяемое, а джадид является чем? Является именем прилагательным, то есть аннат. Тамарин. Здесь даются нам упражнения. В первом задании нужно просто прочитать и записать
محمد طالب قديم. أذلك الرجل مدرس جديد؟ لا، هو طبيب جديد. هذا درس سهل. محمد طالب قديم, старый студент. أذلك الرجل مدرس جديد? Тот мужчина является ли новым учителем, новым преподавателем? لا, нет, هو طبيب جديد. Нет, он новый врач. هذا درس سهل. Это легкий урок. عباس تاجر شهير. Аббас известный торговец. بلال مهندس كبير. Билал великий инженер. Кабир как большой, можно перевести как великий инженер. Аль-инглизияту лугатун са'батун. Английский язык является сложным языком. Лугатун са'батун, сложный язык. Луга является ман'ут, то есть имя определяемое, а са'батун является определением или же именем прилагательным. Анта раджуль ганиюн, ты богатый ли человек? Ля, ана раджуль факир, нет, я бедный мужчина, бедный человек. Аль-Кахирату, Каир, Мадинатун, город, Кабиратун, большой город. Анта мударрис кадим, ты старый ли преподаватель? Ля, ана мударрис джадид, нет, я новый учитель, я новый преподаватель. А Хамид талиб каслян, Хамид является ли ленивым студентом? Ля, хуа талиб мучтахид. Во втором задании нужно вставить в пустые места прилагательное, которое будет соответствовать по смыслу. Хатиджатун, хатиджа, имя женское, собственно. Талибатун, студентка, допустим, трудолюбивая. Мучтахидатун. Халидун, Халид, таджирун, Халид, бизнесмен, торговец, какой? Ганиюн, богатый, ганиюн. Аль-арабияту, арабский язык, лугатун сахлатун. Или же аль-арабияту лугатун джамилатун. Аль-усфуру, воробей, таирун, таир, птица, сагирун, маленькая. Ат-туфаху, яблоко, факихатун, лавидатун. Ана мударрисун джадидун. Давайте глянем готовое домашнее задание 9 урока. Эдерсуль Хамис, 5 урок. Девятый урок. В первом задании икра вактуб, прочитать, записать. Во втором, вот я сделаем, приблизим. Хатиджун талибатун мучтахидатун. Халидун таджирун шахирун, известный торговец. Аль-арабияту лугатун сахлатун. Аль-усфуру таирун сагирун. Ат-туфаху факихатун лазизатун. В данном случае ат-туфаху факихатун. Пишем лазизатун. Ана мударрисун кадимун. Ана мударрисун кадимун. Мухаммадун табибун. Мухаммад врач, какой? Шахирун, известный. Аль-инглизияту лугатун са'батун. Английский язык сложный язык. А анта талиб джадид. А анта талиб. Здесь в пустом месте нужно поставить слово джадид. Аль-Кахирату Каир. Мадинатун, город, какой город? Большой, допустим. Мадинатун, или же красивый город. Джамилатун. Следующее задание. В третьем задании нужно вставить в пустые места ман'ут мунасиб, то есть имя определяемое, но которое будет соответствовать по смыслу. Допустим, аль-арабияту, здесь уже не прилагательное вставляем, а имя определяемое. Аль-арабияту сахлятун, арабский язык, сахлятун, легкий. Нужно сказать лугатун. Глядим готовое домашнее задание. Аль-арабияту лугатун, как мы видим, лугатун сахлятун. Второе. Ана кадим. Ана, здесь в пустое место нужно поставить слово мударрисун. Далее. Аммарун таджирун. Аммарун, здесь пишем таджирун ганиюн. Хада, многоточие, максурун, сломанное. Хада каламун. Хада каламун, максурун,
Файсал. Файсал — это собственное имя. Талибун. Каслану. В четвертом задании нужно просто прочитать такие слова, как каслану. Каслану переводится лентяй. Джауану. Джауану переводится голодный. А анта джауан. Допустим, джауан, ты голодный. Ля ана атшан. Нет, я сытый. Слово атшан, сытый. Джауан, голодный. Каслану, лентяй. Гадбану, злой. Малаану, полный. Лимада аль-мударрису гадбану льяум. Почему сегодня преподаватель злой? Аль-кубу малаану, стакан полный. Аль-калимату аль-джадида, здесь даются новые слова. Аль-лугату переводится язык. Шахирун известный. Аль-мадинату город. Ат-таир птица. Аль-яума сегодня. Яумун день. Если отпечаток. Яумун. Джауану голодный. Атшану сытый. Мал'ану полный. Гадбану злой. Аль-усфуру воробей. Аль-каслану лентяй. Айна, 9 урок, 2 часть. Айна аль-мударрису, где преподаватель, хуа фил фасли, в конце касра. Ва айна аль-мударрису джадид, а где новый преподаватель, хуа индаль мудири, он у директора, возле директора. Айна талиб джадид, где новый студент, дахаба иля аль-мактабати, он отправился куда? В библиотеку. Ман хада раджулу тавилу, кто этот высокий мужчина? Аллави. Аллави — это исму маусуль, то есть относительное имя. Аллави хараджа аль-ан мин аль-мадрасати. Кто тот высокий мужчина, человек, который вышел сейчас мин аль-мадрасати из школы? Хуа аль-мудиру аль-джадиду. Хуа аль-мудиру аль-джадиду. Он новый директор. Ва манил валаду сагиру аллави хараджа аль-ан мин аль-фасли. А кто тот маленький ребенок, который вышел сейчас из класса? Хуа ибнуль мудириль джадиди. Он сын нового директора. Аль-мактабату переводится как библиотека. Лиман тилька сайярату аль-джамилату. Кому принадлежит та новая, та красивая машина? Хия лиль мудири аль-джадиди. Она принадлежит новому директору. Лиман хадаль китабуль кабир. Чья это большая книга? Ахуа лиль мударис. Она принадлежит преподавателю или ля хуа ли талиб аль-джадид, нет, она принадлежит новому студенту, новому ученику. Айна аль-мил'акату ас-сагирату, где аль-мил'акату ложка, ас-сагирату маленькая. Маленькая здесь является прилагательным, на арабском языке будет ан-на'т, аль-мил'акату ман'ут, то есть имя определяемое. Хия фил куб, она в стакане. Айна аль-курсиюль максур, где сломанный стул. Хуа гунак, он там. Тамарин, в первом задании нужно просто прочитать, икра вактуб, и переписать. Во втором задании нужно вставить в пустые места имя прилагательное, но, так скажем, если имя находится в определенном состоянии, значит нужно ставить прилагательное также в определенном состоянии. Если имя не находится, то есть находится в неопределенном состоянии, соответственно, имя прилагательное тоже не принимает элиф-лям. Тут даются в скобках просто имена прилагательные, а нам нужно их вставить и должны вставить частицу элиф-лям при необходимости. Глянем наше готовое домашнее задание 9. Это у нас какое упражнение? Второе упражнение. Айна аль-мударрису аль-джадиду. Как мы видим, тут добавили элиф-лям. Почему? Потому что слово аль-мударрис принимает элиф-лям. Соответственно, имя прилагательное тоже будет находиться в определенном состоянии. Ат-таджру аль-кабиру фисук. Ат-таджру аль-кабиру. Большой торговец, бизнесмен, фисук на рынке. Ана талиб кадим, я старый студент. Джаласа ат-талибу аль-джадиду. Вот вам готово домашнее задание. Можете поставить на паузу и переписать, проверить. В третьем задании нужно просто прочитать икра. Икра.
ат-талибу аллади, студент, который аллади хараджа, от слова аллади, частица аллази является у нас исму маусуль, то есть относительное имя. Аллади, студент, который вышел мин аль-фасл из класса аль-ан, сейчас, который вышел из класса мин Индонезии, он из Индонезии. Аль-китабу аллади, книга, которая аль-мактаби, которая лежит на столе, на письменном столе, лиль мударриси, принадлежит кому? Преподавателю. Лиман хада аль-каламу аль-джамилу аллади аля аль-мактаб, аль-бейту аль-кабиру аллади фи далика шаря лиль-вазир. Аль-бейту, дом, аль-кабиру, большой дом, аллади, который фи далика шаря, на той улице, принадлежит кому? Министру. Ас-сариру аллади фи гурфати Халидин максур, кровать, которая находится в комнате Халида, максурн, сломана. Бейтун является ман'ут, то есть это имя определяемое. Джадид является нат, то есть определение, или же имя прилагательное. Новые слова здесь даются. Аль-мактабату, библиотека, аль-ана, сейчас, аль-мирвахату, вентилятор, аль-мустаусафу, поликлиника, аль-мадрасату, ат-танавияту, школа, 9-11 класс, аль-вазиру, министр, шахирун, известный, хаддун, переводится как острый. На этом урок наш подошел к концу. Акуль хада ва настагфируллах ва натубу илейх. Вальхамдулиллахи раббил аламин.